13 января Сыктывкар впервые принимал фестиваль современной коми-песни «Василей». Юбилейный концерт получился более масштабным, чем обычно. Четырехчасовая программа включала не только исполнение конкурсных песен, прозвучали лучшие произведения прошлых Василеев. Константин Куратов подпевал артистам. 20 лет назад три композитора из Усть-Куломского района, три Василия – Гущин, Чувюров и Ладыгин – решили собрать музыкантов, поэтов и исполнителей, чтобы привлечь внимание к современной коми-песне. Так родился известный фестиваль. Любое великолепное произведение, будь то Мендельсон, Григ, Паганини, мы их слушаем уже вечность, но это приедается. Необходимо что-то новое, новый музыкальный язык, музыкальные формы, новые исполнители. С того времени многое изменилось. У фестиваля появилось профессиональное оборудование, свет, декорации, но самое главное, по-новому зазвучали коми-песни. Повысилось мастерство композиторов. Песни стали более изысканные, что ли. Более мудрыми стали и участники. Знают, как понравится жюри. Александр Кузнецов знает точно, как завоевать публику. 2 года назад с песней «Быстрые сани» он взял приз зрительских симпатий. В этом году его зажигательные валенки вновь покорили зал. Поется о наших родных валенках. Добрые слова. Очень веселая песня. Людям же хочется веселья. Ой, коми-песня вообще очень хорошая. Есть настолько задушевно, их настолько с душой поешь. Песня очень хорошая. А песни нам нравятся. В репертуаре коллектива «Эжинские зори» эти песни любимые, хотя коми-язык для артистов не родной. Написано по-русски, но нам же надо правильно делать произношение. Вот, допустим, я подхожу к своей напарнице, к Людмиле, она меня уже учит все эти словосочетания, чтобы была, как произносить, чтобы вот эти все. И вот мы так и учим. Да, обязательно мы пишем, вот мы так пишем, читаем и поем. 2 года подряд никому не доставался гран-при фестиваля. Нынче главная награда Василея все-таки нашла своего хозяина. Ее получила песня Петра Шучарина и Константина Сердитова «Асы в бара локтис». Снова пришло утро. На первом Василее Петр Шучарин исполнял песню о Райде, которая затем стала популярной. И вот, спустя 20 лет, на сцене продолжение истории. Мне стало интересно, как вот сейчас живет Райда, замужем за князем. Я обратился к своему другу, поэту из Обячева, Константину Сердитову. Говорю, давай напишем песню о жизни Райды 20 лет спустя. Впервые праздник коми-песни принял Сыктывкар. По мнению организаторов, это позволило собрать гораздо больше зрителей. К тому же в Усть-Куломском доме культуры не успели закончить ремонт. Глава района Дмитрий Шатохин пообещал жителям показать мини-Василей. Я уже своим специалистам, работникам предложил, чтобы одни из лучших номеров мы постарались перевести на открытие нового клуба, отремонтированного, и тем самым показать нашим зрителям. Со сцены неоднократно звучали предложения о переводе фестиваля в Сыктывкар. Однако Василей все-таки решили оставить в Усть-Куломе. И 21-й по счету праздник пройдет на родине. Константин Куратов, Любовь Королева, Наталья Муравьева, Владимир Шишкунас, Дмитрий Ведерников. Телеканал Юрген, Сыктывкар. Глава республики вручил организаторам фестиваля «Василей» сертификат на приобретение микроавтобуса. Вячеслав Гайзер отметил, теперь у артистов есть возможность более свободно гастролировать по району республики и дарить хорошее настроение своим зрителям.